Здравствуйте! В эфире «День в истории Абхазии». Мы представим вашему вниманию информацию о событиях, произошедших в день 5 марта в нашей истории. 5 марта 1866 года священная история переведена с русского на абхазский язык из книги «Доброе чтение православным». Над переводом работали священник Иоанн Гегия, подпоручик Давид Маргани и прапорщик Георгий Курцикидзе. Работа велась под непосредственным руководством Бартоломея. Издание труда осуществлено Обществом по восстановлению христианства на Кавказе. Книга была напечатана в типографии Главного управления наместника Кавказа. Корректором абхазского текста при печатании был прапорщик Курцикидзе. 5 марта 1927 года состоялся 4-й Всеабхазский съезд Советов. На нем отмечалось, что основными недостатками сельского хозяйства является, далее цитата, «чересполосность землепользования» и, как следствие, маломерность участков и дальноземелья. Из-за этих недостатков, подчеркивалось на съезде, крестьяне тратят массу лишнего времени и труда на обработку своих участков и не имеют возможности перейти к новым формам ведения сельского хозяйства. 5 марта 1958 года летчик-спортсмен Азиз Авицба установил первый мировой рекорд скорости полета по замкнутому 100-километровому маршруту – 176 652 км в час. Какое-то время он работал начальником Сухумского аэроклуба. Азиз Авицба, один из первых абхазских летчиков, стал летать на советском вертолете Ми-1 еще в 1955 году. Позже он трагически погиб в одном из тренировочных полетов. 5 марта 1832 года родился Николай Воронов, кавказский этнограф, крупный ученый в области географии. В течение многих лет занимал пост председателя Кавказского отдела Императорского русского географического общества. Он был сподвижником Герцена, Огарева и Чернышевского, за что был заточен царским правительством в Петропавловскую крепость. Из-за резкого ухудшения здоровья арестанта было принято решение выслать его в Абхазию. Так в горном селе Цибильда появилась семья Вороновых. Николай Воронов был прадедом абхазского историка и государственного деятеля Юрия Воронова. 5 марта 1908 года родился Липа Хашба, ученый-ботаник, кандидат сельскохозяйственных наук. Работал старшим научным сотрудником Всесоюзной селекционной станции влажно-субтропических культур в Сухуми. Участник Великой Отечественной войны. В День Победы расписался на Рейхстаге Липа Хашба из Сухума. Его боевые заслуги отмечены орденами Красной Звезды, Отечественной войны второй степени и другими наградами. Он автор более 100 научных трудов, посвященных выведению, апробации, внедрению новых сортов субтропических культур, таких как орех, алыча. Избирался депутатом Верховного Совета Абхазской АССР. 5 марта 1953 года родился Рауль Смыр, герой Абхазии. Перед началом грузино-абхазской войны в составе Новоафонской резервной группы оборонял Сухумский аэропорт. С первых дней войны участвовал в обороне Сухума. Был командиром 1-й роты 1-го батальона 1-й бригады Министерства обороны Республики Абхазия. Принимал участие в оборонительных боях при танковом прорыве противника на Гуместинском фронте, в январской, мартовской, июльской и сентябрьской наступательных операциях Абхазской армии. Рота Рауля Смыр во время мартовского наступления понесла большие потери. Участвовала в освобождении сел Каман, Шрома, Ачадара, Гумыста, высоты Ахбюк, Сухума. Принимал участие в майской операции в Гальском районе и антитеррористической операции в Кадорском ущелье. Раулю Смыр присвоили звание полковника милиции. А сейчас о некоторых событиях, произошедших 5 марта в мировой истории. 5 марта 1711 года указом Петра I был учрежден Сенат. 5 марта 1946 года Уинстон Черчилль назвал линию раздела Европы железным занавесом. 5 марта 1970 года вступил в силу договор о нераспространении ядерного оружия. 5 марта – праздник фонарей Юаньсяо в Китае. Еще в X веке в Китае распространился обычай зажигать в эту ночь красочные фонари. И в заключении выпуска информация о погоде. За последние 10 лет в день 5 марта самая высокая температура была зафиксирована в 2014 году – плюс 15 градусов. Самая же низкая температура в 2009 – это 2 градуса. Это вся информация на сегодня. Всего доброго. Увидимся завтра на канале Абаза ТВ.